В некоторых школах Якутии уже начались каникулы, и многие родители задаются вопросом, как организовать досуг своего ребенка. Причем желательно с практической пользой, выясняла Анастасия Данилова. Уже прошли те годы, когда во время каникул школьники не выходили за пределы детских площадок. Теперь же дети не выходят из четырех стен и веселым играм на свежем воздухе предпочитают компьютер. На дворе 21 век и существует масса различных секций, кружков и другого досуга для ребенка. Так и первоклассник Коля помимо школьной программы успевает посетить ряд дополнительных занятий, которые воспринимает как развлечение и с радостью посещает во время каникул. С фаворитами в секциях не определился. Ему нравятся все. Английский, я исследователь, занимательная грамматика, короче, все. Можно пойти в гости. Можно кому-нибудь пригласить в гости. И, короче, каникулы – это каникулы. Главная сложность для родителя в организации детского досуга – это совмещение с работой. Отчасти по этой причине отдых ребенка из активного перетекает в пассивный. У родителей никто не отменял работу, поэтому мы по возможности ходим на наши кружки, которые тоже никто не отменял, и занимаемся, скажем, самообразованием, посещаем кино и мастер-классы, тематические вечеринки. Пока родители находятся в поиске новых увлечений для своих чад, специалисты считают, что лучший досуг для детей во время каникул – это общение с ними. Посетить кафе, почему бы нет? Посидеть всей семьей, отдохнуть. Сейчас у нас их много. Есть досуговые центры, в которые можно пойти всей семьей, несмотря на возраст, на различный возраст своих детей. И почему бы просто не погулять? Погода прекрасная, тепло. К слову, несмотря на стереотип, что все школьники с нетерпением ждут каникул, многие из них также торопят начало учебной четверти. Пока я считаю, каникулы пока достаточно для детей. Больше вообще не надо. Чтобы организовать школьнику интересные и насыщенные каникулы, позаботиться об этом стоит заблаговременно. Ребенка, возможно, устроят в государственные учреждения, которые бесплатно проводят мероприятия разнопланового характера. Набор обычно начинается уже в начале сентября. В Якутске это дворец детского творчества, детская школа искусств и некоторые другие. Но даже если родители по каким-то причинам подать заявку в сентябре не успели, можно обратиться и решить вопрос в частном порядке. Анастасия Данилова, Семен Семенов, Якутск.